Программа по футболу находится сегодня в городе Учелы, и сегодня здесь пройдет жеребьевка значимого не только уже для Башкирии, но и для России турнира Алатау Йены. Что это за турнир, кого мы увидим на этих соревнованиях, мы расскажем вам прямо сейчас. Алатау Йены – традиционный турнир по мини-футболу среди сельских команд. Организаторами турнира являются жители деревни Кутуева Учелинского района. Ежегодно соревнования по мини-футболу проходят у горы Алатау, а Йен переводится с башкирского как «народный праздник». И это действительно большое чудо, как из простой, незатейливой, я бы даже сказал, волшебной задумки двух парней, которые сидели на вершине горы над собственной деревней и решили провести футбольный турнир, выросло такое большое событие, которое теперь уже прогремело на всю Россию. В этом году турнир будет проведен уже в 5-й раз. Впервые на соревнованиях сыграют сразу 32 команды. Всегда есть два коллектива из Кутуева, деревни хозяйки турнира. И первые 2 года Алатау Йены проводился только среди команд Учелинского района. Сейчас он вышел уже на другой уровень. Когда начинали, конечно, об этом не думали. Мы просто начинали, мы хотели выиграть турнир. Все, чтобы ученическим командам показать, как Кутуева умеет играть. Но мы как бы уже 5-й турнир, мы еще не можем доказать. Жеребьевку первого масштабного турнира, а в прошлом году в соревнованиях сыграли 16 команд, организаторы проводили с размахом. Атмосфера напоминала жеребьевку Лиги чемпионов, только другого масштаба. Профессиональные шары, специальный аквариум, оперативная графика, Азамат Муратов в качестве ведущего и даже гости, такие как, например, Максим Тимофеев, чемпион России по легкой атлетике, который и вытягивал шары для первой корзины. Ну подожди, давай я тоже, все-таки это первый шаг. Итак, Максим, все, уже можно, да. И место в группе С занимает команда Сураманова. В первую корзину попали хозяева фестиваля и 6 команд, которые за предыдущие 4 турнира Алатау Йены набрали наибольшее количество очков. Двукратным чемпионом турнира, кстати, является команда Курамина. Мы всегда рады приехать в Кутуево. Этот турнир для нас это, как новый вызов каждый раз. Вот вы как уже говорили, то, что 2 раза выигрывали, но 3-й раз не смогли оставить кубок у себя навсегда, а так хотелось. Во вторую группу попали команды Учелинского района Республики Башкортостан и Тимясова из Баймакского района, финалист 3-го турнира Алатау Йены. Таким образом, сразу образовалась группа смерти. С началом проведения Алатау Йены футбол в Учелинском районе действительно вышел на новый уровень. Турниров стало очень много. Сейчас сельские команды, даже вот если брать Учелинский горняк. Раньше горняк у нас что-то вообще, как-то недосягаемость была, да? А сейчас горняк приезжает, их игроки проигрывают деревенским командам, бывает моментами. И деревенский футбол у нас реально Учелинский, если брать, очень сильно вырос. Если с другими районами сравнить, например, Бурзянин, там пару команд, да? Абзелилский район, кстати, это неплохой. В Белорецком районе толком команд тоже нет, других команд. А если Учелинский именно район брать, у нас 20 с чем-то команд, которые играют на одном уровне, можно сказать. В 3-ю корзину попали команды из районов Республики Башкортостан. В этом году таких районов целых 6. Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский и Хайбулинский. Одной из проблем для любой команды может стать подготовка к турниру, ведь игроки зачастую разбросаны по всей республике, а значит не получится проводить полноценные тренировки и сыгрываться. Проблемы они всегда есть, трудности тоже встречаются. Это действительно работа. Другие какие-то причины, но стараемся тренироваться каждый день стабильно. Надеюсь, все будет нормально. И ближе к турниру, я уже думаю, конкретно соберемся и проведем хорошие тренировки с подготовкой. На Алатау Йены могут участвовать все желающие. Никаких ограничений по возрасту и категории граждан нет. Единственное ограничение – игрок, вписанный в заявку команды, обязан иметь прописку либо место рождения в том же населенном пункте, за которое он играет. В селе играем. Одной из лучших команд Бурзянского района. И в основном наши игроки разбросаны по всей Башкирии, грубо говоря. Я лично играю в Уфе, в футбольной лиге РБФЛ, в команде «Орлан». И тоже наших пару игроков играет, в этой команде вместе играем. Наконец, в 4-ю корзину были включены команды из других регионов России, а также коллектив из села Акьяр Хайбулинского района, как самая дальняя команда. В этом году есть представители Самарской, Курганской и Челябинской областей, а также Республики Татарстан. Новые команды – это всегда что-то неизведанное для ветеранов турнира. Положение в группе, так скажем, хорошее.
С озерной командой, с озерной мы постоянно уже второй год подряд вроде попадаемся, но ни разу не проигрывали пока. Ну и две новые команды для нас также еще неизвестно, как они играют, как сильные игроки или нет. Но будем стараться побеждать, настроены оптимистично в этом году. Результаты жеребьевки вы видите на своих экранах. Организаторы сразу же назвали группами смерти G и A. Впрочем, все может поменяться, ведь деревенский футбол – это совершенно другое. И может быть, кто-то из приезжих фаворитов не сможет подстроиться под не самое удобное поле в деревню Кутуево и совладать с давлением. Тут есть свои особенности, потому что это не классический мини-футбол, это не зальный, это игра, скажем так, где не все ровно, не все гладко, не все пасы могут дойти, где-то могут отскочить, поэтому тут и немножко и фарта надо иметь, и приспособиться именно к этому полю. Улатау Яйыны уже был отмечен Российским футбольным союзом как победитель конкурса «Россия – футбольная страна» в номинации «Лучший массовый проект в футболе». Ведь Улатау Яйыны – это не только история про футбол. В день турнира работает вся деревня, проводится мини-сабантуй, всех участников ждут бесплатные обеды и ужины с традиционными башкирскими блюдами, а также фестивальная программа, башкирский биатлон, масс-рестлинг и многое другое. В этом году каждый сможет принять участие не только в фестивале, но и сыграть в киберфутбол с чемпионом мира Уфенком. Роберт Фахридинов также приедет в Кутуево. Мы будем комментировать, это отдельное развлечение в Кутуево, когда хоккейный комментатор комментирует сельский футбол, но в этот раз к нам в качестве комментатора приедет вполне себе комментатор федерального уровня Артем Котишев. Давайте ему тоже поаплодируем. Ну а главным призом станет переходящий кубок и лошадь башкирской породы. Сам турнир пройдет 14-15 июля в деревне Кутуево Учелинского района.